Что эффективнее при лечении болей в спине, мануальная терапия или остеопатическое лечение? Считаю, что изначально вопрос поставлен не совсем корректно. Постараюсь это объяснить. Основная причина болей в спине – это остеохондроз. Его основные проявления – это поражение межпозвонковых суставов, поражение межпозвонковых дисков в форме протрузий или межпозвонковых грыж и так называемые триггерные точки в мягких тканях спины. Это небольшие уплотнения, которые пациент может сам себя обнаружить. В первом случае, то есть в случае поражения межпозвонковых суставов, достаточно эффективны классические мануальные техники. В случае протрузий и межпозвонковых грыж применяется и наиболее успешно применяется это остеопатические жидкостные техники. При работе с триггерными точками очень эффективен массаж, классический. Вот. Поэтому для пациента очень важно, что специалист, доктор владеет всеми тремя указанными методами воздействия. Я с 2000 года являюсь сертифицированным врачом мануальной терапии. С 2004 неврологом и с 2008 года врачом-остеопатом. Кроме того, сертификат врача по мануальной терапии предполагает и позволяет мне проводить классический массаж. На своем приеме, как врач, я прежде всего знакомлюсь с жалобами пациента, собираю анамнез, провожу осмотр, изучаю результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, УЗИ, читаю рентгеновские снимки, ставлю диагноз и провожу лечение. Основными способами лечения, как вы уже поняли, являются остеопатические техники и мануальная терапия. Кроме того, я выполняю массаж и провожу обезболивание. За помощью ко мне обращаются люди совершенно различного возраста. Самому старшему пациенту больше 90, самому молодому меньше месяца. Опыт моей работы позволяет заключить, что наиболее частая причина обращаемости – это межпозвонковые грыжи, протрузии, посттравматические состояния, заболевания желудочно-кишечного тракта чаще у детей, мигрени. Считаю, что каждый пациент прежде всего интуитивно определяет необходимость обращения к тому и к другому специалисту. Вторым шагом пациента является сбор жалоб и информация о докторе, результатах его лечения. Всю необходимую информацию вы можете подчеркнуть на странице программы ГСП. Кроме консультации, я провожу и непосредственно сеансы с конкретными заболеваниями.